1 сентября этого года заработала гаражная амнистия. В течение ближайших 5 лет любой собственник бокса сможет оформить его на себя в упрощенном порядке. Обсудим подробно прямо сейчас в программе «Интервью» вместе с гостем. Сегодня с нами Ирина Шабанова, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости номер 3 Управления Росреестра по Республике Башкортостан. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. В чем суть гаражной амнистии? Кто под нее подпадает? Гаражная амнистия распространяется на граждан и распространяется на гаражи, которые являются объектами капитального строительства. Также следующий критерий, чтобы гараж был построен до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года, и которые по решению суда либо решению органа местного самоуправления не признаны самовольной постройкой. Ирина Ивановна, вот в течение последних 20 лет вот существовала эта проблема, не оформляли на себя гаражи. Вообще для государства и для собственников что это несет? И вот в связи с этими изменениями, почему принято такое решение? Ну, сейчас в настоящее время достаточно большое количество гаражей не зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Это связано с тем, что у физических лиц отсутствуют документы на земельные участки и на гаражи, на которых расположены эти гаражи. Что влечет это за собой? Какие проблемы? Во-первых, гражданин не может в надлежащем образом порядке оформить сделку, например, куплю-продажу, дарение. Наследники не могут вступить в наследство. И, соответственно, в бюджет не поступает доход в виде налога на земельный участок и имущество гражданина. Таким образом, гаражная амнистия – это актуальная задача, которая направлена на приведение в порядок земельно-имущественной сфере. О каком количестве гаражей, на которые не оформлена собственность, идет речь? На сегодняшний день порядка более 4 миллионов гаражей не имеют сведений о собственниках. И это только по сведениям Росреестра, поскольку данные об этих гаражах сведения имеются в Едином государственном реестре недвижимости. Сколько незарегистрированных гаражей по всей стране, никому не известно. Эта задача возложена на регионы, то есть подсчет их количества. По Республике Башкортостан на данный момент более 35 тысяч гаражей с незарегистрированными правами. Давайте обсудим саму процедуру. Насколько она сложная или, наоборот, простая? У человека есть гараж, куда ему обращаться, с чего начинать, да, и какой пакет документов нужно иметь? Процедура довольно-таки на самом деле простая, и она состоит из нескольких шагов. Первое, что нужно, это первоначально гражданину действительно определиться, подпадает ли его гараж под действие гаражной амнистии. То есть это те критерии, которые я ранее перечисляла. Гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года. Он должен быть объектом капитального строительства, а также не должен быть признан самовольной постройкой. Следующий шаг, который делает гражданин, ну и, соответственно, у него должны быть документы на этот гараж какие-либо. Следующий шаг. Гражданин подает заявление, в том числе через многофункциональные центры, о предварительном согласовании предоставления земельного участка. К заявлению прилагаются все имеющиеся у него на гараж документы. Уполномоченный орган принимает решение. И в течение 30 дней гражданин, если у него земельный участок не стоит на кадастровом учете, должен обратиться к кадастровому инженеру для составления межевого плана. В том числе и составление технического плана, если у него гараж не стоит на кадастровом учете. После предварительного решения о предоставлении гражданину земельного участка, в том случае, если земельный участок не стоит на кадастровом учете, гражданин обращается к кадастровому инженеру для изготовления межевого плана, в том числе технического плана при необходимости на гараж. Следующий шаг. После получения межевого плана гражданин обращается с заявлением в Росреестр для постановки земельного участка на кадастровый учет. Итогом данной услуги будет гражданину предоставлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок. Следующий шаг. Гражданин вновь обращается в уполномоченный орган, только уже с заявлением о предоставлении ему земельного участка. И уполномоченный орган принимает уже окончательное решение о выделении гражданину земельного участка. В течение 5 дней
рабочих после принятия указанного решения уполномоченный орган сам предоставляет в управление Росреестра заявление о государственной регистрации права собственности на земельный участок и на гараж. Одновременно с этим гараж ставится на кадастровый учет. И эта услуга оказывается бесплатно, поскольку обращается уполномоченный орган, а по налоговому кодексу в случае обращения за данной процедурой уполномоченного органа, то данная процедура бесплатно осуществляется. Итог государственной услуги: гражданину выдается выписка на земельный участок и выписка на гараж. Но это мы с вами обсудили то, что касается капитальных строений. А вот если не капитального строения гараж, какая ситуация здесь? В случае, если гараж является объектом некапитального строения, например, это металлические гаражи, если данный гараж расположен не в пределах гаражного кооператива, то в данном случае земельный участок гражданину ни на праве собственности, ни на праве аренды предоставляться не может. Только в случае, если некапитальное строение расположено в пределах территории гаражного кооператива, только в этом случае земельный участок может быть предоставлен гражданину в собственность. Ирина Ивановна, вы сказали, что гаражная амнистия распространяется на объекты, которые построены вот до 29 декабря 2004 года. Что делать, если после этой указанной даты человек купил этот гараж и каким-то образом его пользовался? Вот ваши рекомендации таким людям. В данном случае гражданин тоже может воспользоваться данным законом. Он предоставляет договор купли-продажи, либо соглашение, составленное в простой письменной форме. Также может быть приложена расписка в получении денежных средств за указанный гараж. По гаражной амнистии вся эта процедура, возможно оформить гараж по этой процедуре. И последний вопрос. Если вот не гараж, а пристрой к различным зданиям, какая ситуация здесь? Пристрой он не может под действие данного закона подпадать, поскольку это не отдельно стоящий гараж. Также не распространяется это на гаражи, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство. Также не подпадает под действие данного закона гаражи, которые используются в предпринимательских целях. Это автомойки, шиномонтаж. И также, соответственно, не подпадает под действие данного закона гаражи, которые были построены после 29 декабря 2004 года. Но если у людей есть вопросы, то они могут обратиться в Росреестр за консультацией? Конечно, у нас каждую среду с 9 до 13:00 осуществляется консультирование граждан в нашем отделе. Спасибо большое, Ирина Ивановна. Это была программа «Интервью». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.